Здравствуйте. Хочу начать со слов благодарности организаторам данного мероприятия за предоставленную возможность высказать свое мнение. Время сегодня очень тревожное, и каждый из нас должен в полной мере осознавать всю степень ответственности за свои действия и публичные высказывания. Хочу особо подчеркнуть, что братские и союзнические взаимоотношения с Российской Федерацией мы, граждане Абхазии, должны беречь как зеницу ока и делать все необходимое для их успешного развития и укрепления. Это единственный верный путь, гарантирующий нашей стране и народу безопасность и стабильное развитие. Политическая жизнь Республики Абхазия была, есть и будет. Столкновение интересов отдельных политических групп, разное видение разрешения накопившихся вопросов и есть политическая жизнь страны. И это нормальный процесс, который переживает любое другое общество. Обеспокоенность вызывает ситуация, сложившаяся вокруг вопроса передачи госдачи в городе Пицунда в пользование Российской Федерации, в чем только не обвиняют несогласных с данным решением. Этот вопрос вполне способен дестабилизировать политическую обстановку в стране. И эти процессы протекают в условиях высокой вероятности начала боевых действий со стороны Грузии. В сложившихся условиях считаю абсолютно важным сосредоточить свои усилия на мероприятиях, направленных на улучшение обороноспособности нашей страны. Тема госдачи в городе Пицунда отвлекает внимание общественности от действительно важных вопросов безопасности. Хочу отметить, что в Айтгалора с удовлетворением восприняли новость об осознании властью необходимости внесения изменений в соглашение. Вместе с тем, вопрос возможности передачи объекта третьим лицам далеко не единственный. Убежден, что только полное соответствие соглашения нормам Конституции Республики Абхазия и действующему законодательству будет отвечать национальным интересам и Абхазии, и России. В завершении от имени нашей организации Айтгалора хочу поздравить Владимира Владимировича Путина с 70-летним юбилеем и пожелать ему крепкого здоровья и присущих ему стойкости духа и мудрости. Спасибо. Всем доброго дня. У меня короткое выступление, много времени я у вас не отниму. Хочу просто поблагодарить организатора за предоставленную возможность. Хочу отметить, что абхазо-российские отношения насчитывают несколько сотен лет. Впервые они документально оформились в 1810 году, когда Абхазия стала частью Российской империи. На тот период отношения России и Абхазии складывались не самым лучшим образом, но справедливости ради хочется отметить, что трудности были не только в Абхазии, но и на всем Кавказе в целом. Однако новое столетие знаменовало приход советской власти. И советская власть, и вообще День советизации Абхазии 4 марта широко праздновался в нашей республике и являлся одним из основных праздников. И именно советская власть привнесла положительные тенденции, и таким образом Абхазия начала развиваться в другом ключе, а именно в социально-экономическом плане, и, соответственно, это укрепило отношения двух народов. Однако Советский Союз подошел к своему логическому завершению в 90-е годы, и на всем постсоветском пространстве прокатились локальные войны. К сожалению, такая война не обошла и нашу страну. Это была грузино-абхазская война, которая для абхазского народа стала отечественной. Россия выступала в качестве посредника в переговорном процессе, и это, конечно же, дало свои положительные плоды. В период, когда у власти в России был Борис Ельцин, отношения складывались не самым лучшим образом, Абхазия была в блокаде. Но, тем не менее, абхазы ждали, что, наконец, в России произойдет смена политических элит, и Россия станет более благосклонна к нашему народу. И с приходом к власти Владимира Путина многое изменилось, и начали развиваться отношения между Абхазией и Россией. На моей памяти осталось событие октября 2001 года, когда организованные группы боевиков через территорию Абхазии хотели прорваться
на территории Краснодарского края в условиях жесточайшей и тяжелой блокады, в условиях перманентной войны, воспользовавшись всеми внутренними ресурсами, сложив на алтарь этой небольшой, но тем не менее значительной победы головы своих соотечественников, Абхазия не допустила прорыва боевиков на территорию Краснодарского края, тем самым защитив юг России. И, конечно, в России, в Москве это было воспринято положительно. С этого момента начинают развиваться отношения, и в 2008 году Российская Федерация признает суверенитет нашей республики. И двусторонние отношения были закреплены международным правом. Большое количество договоров, которые направлены на улучшение безопасности и социально-экономического развития нашей республики, конечно, дали очень большие плоды. И сегодня Абхазия максимально выполняет свои возложенные на себя обязанности, поскольку наши соотечественники в рядах добровольческого подразделения «Пятнашка» принимают активное участие на Донбассе, на современном театре боевых действий. Со своей стороны хочу пожелать Владимиру Путину крепкого здоровья и успехов во всех начинаниях. Всем спасибо.